Наверное, наиболее часто встречается среди крымских татар это желчекаменная болезнь. Почему? Потому что в рацион нашего питания входит такая тяжелая мучная пища, жареная еда, да? Это любой праздник, застолье, где мы там сарма, манты, да, это деликатес для нас, да, побаловать родственников, побаловать своих гостей. Но вслед за этим приходит желчекаменная болезнь. Это когда в желчном пузыре, который депонирует желчь, образуются камушки, которые в принципе вызывают хроническое воспаление. Сам факт наличия это уже нехорошо. Это характерно для женщин больше. Есть особенности обмена веществ. Желчекаменная болезнь, если говорить об этом, да, она не бывает остро возникшая. На самом деле люди просто не обращают внимания, что какой-то дискомфорт под реберье, тяжесть после подреберья, особенно после еды. Но люди не придают значения, ну тяжесть и тяжесть, да, там, мне еще на работу ехать, да, какая тяжесть. Тем более она как часто не болит, а просто тянет или давит. А вот когда уже возникает боль под реберье, когда возникает травма, когда возникает подъем температуры, когда возникает тошнота, рвота, вот это уже серьезные симптомы, с которыми нужно бегом бежать к врачу. Когда уже камень есть, вы можете об этом не знать. Ну, беспокоит вас, беспокоит какой-то дискомфорт, кто на это внимание обращает. Вы начинаете принимать с целью профилактики какие-нибудь желчегонные препараты, они заставляют сокращаться желчный пузырь быстрее, сильнее, и камень проходит дальше, и вызывается осложнение. В лучшем случае просто воспаление, в худшем холодохолитиаз. То есть, ну, так называемая механическая желтуха, когда человек желтеет. А вот это уже довольно-таки серьезное осложнение, которое требует зачастую 2-3 операции и имеет риск даже летального исхода. И на сегодняшний день, ну, даже в нашем регионе есть оснащение, техника, которая позволяет сделать их очень просто, и больной после операции реабилитируется в течение 2-3 недель. Если же запустить и прийти по острой ситуации, когда уже есть воспалительный процесс, отек, да, тканей, инфильтрация, перитонит, не дай бог, развивается, это, конечно, потребует длительного лечения, длительного стационарного лечения. Плановая же ситуация, 2-3 дня человек дома занимается своими делами, 3-4 прокола на теле и, пожалуйста, за руль. Самым правильным в профилактике это питание, правильное питание. Исключить жирное, жареное, острое, соленое, копченое. И разделить все приемы пищи на 5-6 раз в день. То есть оно должно дробным быть. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Тогда не нарушается обмен веществ, не нарушается пищеварение, желчь не сгущается и камни не образуются, как правило. Но есть нюансы, есть к этому предрасположенность. Такой процент тоже у людей есть, когда человек никогда ничего не ел, но при этом камни образовались. Но это говорит о том, что не нарушен обмен веществ. Один из элементов профилактики – это диагностика. Каждые полгода надо посещать УЗИ. В этом ничего плохого нет. Ранняя диагностика позволяет предотвратить много заболеваний. Если же есть камушек, хотя бы маленький, это требует операции. После этой операции, если все выполнено планово вовремя, диета, все. 3 месяца нужно ограничить физическую нагрузку, да, чтобы зажил поневроз, чтобы было хорошо. Потом живите прежней жизнью. Это не инвалидизация ни в коем случае. Вы едите в полном объеме, вы едите все правильно. Просто вы исключаете в своем рационе жирную, жареную пищу. Ну, я думаю, это ничего потом плохого нет. Ее можно есть, но просто не в таких количествах вы ели раньше.